История Вольфа похожа на сотни историй других якутских бездомышей. Был выпущен из ППЖ, судя по бирке, на жуткий мороз зимой. Скитался голодный, так бы и замерз, как другие сородичи, если б не дрогнуло сердце у одной женщины. Видя, что пес готов лечь и замерзнуть насовсем, она пустила собаку сначала в подъезд, потом к себе. Вольф не верил своему счастью. Первые дни много спал, вел себя скромно, боясь сделать что-то неправильно. Так мы узнали о Вольфе. А спустя несколько месяцев забрали его в Москву. Ой, как ты можешь, а? Это ты так радуешься или чешешься? Все тело, скажи, затекло. Вышли из переноски, и вот так вот мы давай. Вот, ну ты давай иди на снегу валяйся, ты не на асфальте. Ой, как ты красиво можешь. Ты мне все показал, все свои способности, я все поняла про тебя. Поняла все. Все, теперь пойдем. Где наша машина? Пойдем. Вон там наша машина. Уж давай пописи, пожалуйста. Вскоре начали сбор на дорогу в Таллин. Вы, друзья, откликнулись, и вот Вольф отправился в Эстонию. Вольфик едет. Вольфик едет в Эстонию, да? Вот молодец, какой хороший мальчик. Какой красивый мальчик Вольфик. А? Да, все переживают, а Вольфик тоже. Тоже чуть-чуть переживает. Вольфик. Вольфик спать хочет. Завтра утром Вольфик поедет на большом белом пароходе. Да, солнышко, спать хочет. Ну, скажи, с 8 утра мы катаемся по клиникам да тому подобное. Ты мой солнышко маленькое. Обалденно ласковый парень. Он действительно сумасшедшей ласковости. Даже Златка не такая была. А этот только целоваться. Причем муж вошел, он и его хочет целовать, он всех целует. Да, вон какой у нас хвостик, вон какой у нас хвостик, ты мое солнышко. Ну, завтра твое счастье начнется. Завтра мама, папа тебя встретят. Братик у тебя будет. С кем играть. Кошек 5 штук там. Там здорово тебе будет. Будешь на озера ездить. В Таллине ему очень быстро нашли семью. И снова Вольфу повезло. Предстояло путешествие уже в Финляндию.
Вольф. Вольфик, ну все, мое счастье, все. Ну вот, Вольф, Все. В новую жизнь едем. Вон посадка пошла, машины пошли все. Все, мой мальчик, будь счастлив. Такие чудесные истории возможны лишь благодаря вашей помощи, друзья. И я не устану благодарить всех вас, кто откликается, кто помогает спасать. И я также не устану напоминать вам о тех, чья жизнь зависит от вашего милосердия.